скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Об одном прошу, Господи, веря в судьбу, дойти до своего конца и передать от всей души этот маленький флажок эстафеты тому, кто побежит далее. По моему убеждению, жить в 1000 раз страшнее, чем смерть. Но несмотря на то, что душат слезы разочарования, я верю в любовь, в самые чистые побуждения человека. И никому не дано право на ошибку. Так он думал, так он чувствовал, так он жил. Пройдя через человеческую зависть, физическую и душевную боль, он любил. И любовью наполнены его работы, его скульптуры. Они преобразили наш город и другие города. И они как бы говорят нам, что жизнь – это чудо, что все живое вокруг нас – это чудо, только нужно научиться любить все это. А он умел любить, этот лучистый, этот замечательный человек и талантливый скульптор Владимир Жбанов. Жил-был я, стоит ли об этом? Шторм бил в мол, молод был и мил, в порт плыл флот с выигрышным билетом. Жил-был я, помнится, что жил. Жанровая скульптура, с которой связано все творчество Жбанова, не приемлет пьедесталов. Она живет среди людей, ей надо было найти свое место, чтобы она вписалась в пространство городской среды, и чтобы эта среда приняла эту скульптуру. Все эти скульптурные композиции продолжают уже сегодня самостоятельную жизнь. Остается только память о Володе, светлая память. Экипаж, который разместился у ратуши. То есть здесь есть своя символика. Пустой экипаж, на котором когда-то приезжал губернатор, и она всегда заселена. 2 лошади, у которых одна головка приспущена вниз, и это скрытый смысл, что это трудная судьба у Беларуси. И гордо вскинутая голова второй лошади – незалежная Беларусь, свободная, раскрытая в будущее Беларусь. Это пространство площади раскрывается в зеленом диаметре на простор. Все композиции Жбанова имеют потенциал взаимосвязи пространства. Возьмите ту же Комаровку. Лошадка стоит, повернула голову и ждет своего хозяина. Это пространственный элемент. Фотограф свою шляпу повернул в пространство. Это не камерная скульптура. Это пространственная композиция, которая живет своим миром. И это дает вот какой-то городу свой имидж, что это город простых людей, добрых, отзывчивых. И вот скульптуры Володи как раз, мне кажется, помогают раскрыть вот это душевное качество нации.
Отец Владимира Ивановича Жбанова был военным замполитом, мотался по всему Союзу, служил за рубежом. И Володя, как говорится, вырос на чемоданах. Он не знал, что такое семейный уют и комфорт. Но в семье было железное правило. Отец приучил всех к этому правилу. Нужно научиться в жизни отдавать и не хватать. И даже когда отец был на пенсии, часть своей пенсии он отдавал безвозмездно тем, кто нуждался больше, чем его семья. Володя на всю жизнь усвоил основной закон семьи, по которому и жил. Есть стол, есть стул, есть кровать, есть что одеть, есть что поесть. Что еще надо? И самое главное, есть место, где можно работать. В 1973 году он закончил Глебовское Минское художественное училище, а в 1979 театрально-художественный институт. Записался добровольцем в Афганистан. Был одним из первых, кто вошел во дворец Амина. Служил в личной охране Бабрака Кармаля. Он всего год был в Афганистане, но через время это аукнется ему, и очень здорово. Но это будет потом. Его друзья-афганцы, воины-интернационалисты обращались к нему для того, чтобы создать памятники своим погибшим друзьям. Те ребята, которые знали, что такое война, так появились памятники в Светлогорске, в Витебске, в российских Химках и других городах. Зной, дождь, гром, мокрые бульвары, ночь, свет, глаз, локон на плечах, шли всю ночь, листья обрывали мы, ты и я, нежно лепеча. Это один из самых интересных художников белорусского искусства. Это художник, который изменил ситуацию в скульптуре. Вы находитесь в душной комнате, а кто-то приходит, открывает окно, и все делается другим. Другие звуки, другая музыка, другой воздух. Вот примерно это сделал Жбанов. Он изменил саму парадигму скульптуры, он изменил пространство города. Скульптура должна давать городу интимность. И здесь вдруг сделалось такое теплое, такое рядом находящееся. Это можно потрогать, это можно прикоснуться, это и хочется прикоснуться, это хочется пройти, это хочется фотографировать. Я слышала комплименты Зануси. Он прав. Это не только скульптура европейская, это, наверное, одна из лучших тенденций мировой скульптуры. Здесь ведь найден еще такой удивительный язык, близкий и понятный людям. Язык, который считывается человеком. Есть тонкие струны его души, и они отзываются. Попробуйте просто так заставить полюбить куски. Знаете, без вот этой эмоции человека искусство мертво. Без вот этой ответной реакции зрителя искусство будет куском камня, будет краской на какой-то тряпочке, будет просто какой-то бумажкой, с чем где что-то начерикано и прочее. Без реакции зрителя не будет ничего. Фантастические вещи. Звездочет. Конечно, Могилеву повезло. Есть такая пешеходная улица, там есть такая ситуация. И там в этой скульптуре одно из самых важных качеств современной скульптуры — пространственность работает. И тронный зал, и звездочет, и солнечные часы. Сколько бы ты ни смотрел, не ходил к этой скульптуре, ты каждый раз находишь некие новые качества. Это одно из лучших произведений для меня мировой скульптуры. Настоящая известность и признание пришло к нему в 1988 году, когда в Михайловском сквере в Минске появилась небольшая скульптура под названием «Незнакомка» или «Минчанка». Это было ново, это было свежо, оригинально. Потом появились и другие скульптуры, прикуривающие, дама с собачкой, девочка с зонтиком, гуси, лошадь и многие-многие другие. И не только в Минске. Они появились в Лиде, в Могилеве, в Дюссельдорфе, на Украине и в России.
Его называли отцом-родителем городской скульптуры, а он называл их игрушками для города, которые так полюбились минчанами, потому что изменили облик города. Он смущался, когда его называли родителем городской скульптуры. Многие его коллеги недоумевали, как же так? Они шли к признанию, они шли к своей славе много-много лет, а он стал известным, популярным и любимым молниеносно. Здесь что-то не так. Все было так, потому что все, что он делал с душой, с сердцем, через муки, через радость, через боль. Все было так, и по-другому быть не могло. Слухи, сплетни, домыслы и даже предательство через все это он прошел. И это, конечно, омрачало жизнь, но он просто работал. Он очень много работал, появлялись все новые и новые скульптуры. «Лев с ключами», «Звездочет», «Маленький генерал» и другие интересные работы. 2001 год, Санкт-Петербург. Медаль и главный приз за лучшее авангардное решение. 2004 год. Медаль от Союза художников Беларуси. А тем, кому его творчество не нравилось, он ответил очень оригинально и остроумно. Появилась новая проститутка, и ей сказали: это наше место, уходи. В искусстве все интеллигентнее, но суть та же самая. Потом появятся другие скульпторы, появятся их новые работы, но они другие, потому что они не он. Владимир Иванович вообще уникальный человек. Такие люди рождаются раз в 100 лет, и, по сути, он настолько всеобъемлющий, переключался с темы на тему очень легко. Мы поставили мальчика, который олицетворяет собой будущее нашего олимпийского спорта, белорусского. Он держит клюшку в распахнутом виде и, как говорят, душа нараспашку. Он счастливее всех счастливых. Это мог сделать только Владимир Иванович Жбанов, потому что у него любимый материал – это бронза. Обладал этот человек просто незаурядными способностями и колоссальной работоспособностью вообще. Я не видел, я пропадал здесь иногда, когда мы делали общую работу, я не видел, чтобы он свободно от работы время сидел просто так. Он брал пластилин и начинал лепить любое направление, любую пластику. Когда я с ним последний раз беседовал, он сказал: Марат, мы сейчас с тобой такое сотворим, что дальше некуда. И начал обрисовывать тему. Мы с ним беседовали по телефону, меня пробила слеза, потому что я поверил в это. Я знаю, что это очень сильный человек. Его характер был основан только на доброте, на дружелюбии. Таких людей очень мало. И когда человек уходит из жизни, тогда начинаешь осознанно понимать, что это колоссальная утрата для семьи, для общества, для друзей. Веселый, неугомонный, эмоциональный, взрывной, вездесущий. Иногда казалось, что он одновременно может быть сразу в нескольких местах. Он был удивительным человеком, тонко реагировал на события жизни. Это была не конъюнктура, это была фантазия, это был всплеск эмоций. Очень работоспособный. За одну ночь мог переделать полностью пластилиновую модель своей скульптуры. Очень легко сходился с людьми, но иногда ставил того или иного человека в определенную психологическую ситуацию для того, чтобы выяснить, стоит с ним общаться дальше или
или нет. Конечно, у него были друзья, известный архитектор Юрий Градов, актер и режиссер Валерий Анисенко. Это московский режиссер и иконописец Александр Дольский и его ученик, молодой скульптор Ярослав Филиппович. Но этого общения было мало. Ему хотелось, чтобы о его фантазиях, идеях знали как можно больше людей. И жена сказала: пиши. И он стал писать, писал много. Воспоминания, рассказы. И, возможно, когда-нибудь мы прочтем их и узнаем, что было у него на душе и как он страдал. А ведь он страдал. Знал соль слез, нежилые стены, ночь без сна, сердце без тепла. Газ как газ, город опустелый, взгляд без глаз, окна без стекла. Владимир Иванович был для меня не просто учитель, и помимо учителя он мне был и как отец, как наставник по жизни. Он многое дал и в искусстве, и показал, как нужно жить. Познакомились мы с ним около 8 лет назад, я еще учился в академии. Он пригласил меня помочь ему. Я благодарен судьбе, что я с ним знаком был, что я с ним дышал одним воздухом, одними заботами. То есть он меня принял к себе в семью. И вот у меня была вторая академия. То есть была Академия государственная белорусская искусств и была Академия Жбанова. И там же это была Академия жизни. Владимир Иванович был очень строг, но он был всегда с юмором. Когда я работал, он наблюдал всегда за мной. Ну, это какие-то вот вещи. Он говорит: нужно сделать это. Я шел, делал. Он сидел за столом сквозь такую щель со свистком физкультурным. И если что-то не так, он свистел в него и кричал: так, что ты там делаешь, нужно поправить, нужно делать вот так. Ну, то есть это вроде бы и было и жестко, но и в то же время это было с юмором, это было не обидно, это было каждый раз это было весело. Каждый раз он придумал что-то новое. Каждый день был, не было такого, что ты пришел и потух. Никогда. Он все зажигал, все, он заполнял все пространство. Поэтому каждый день с ним — это большой багаж. Я очень счастлив. Когда он служил в Афганистане, весил он 57 килограмм и таскал пулемет, который превышал его собственный вес наполовину. Конечно, все это сказалось, и холод, и недоедание, и жара. Все отразилось на здоровье. Стали разрушаться тазобедренные суставы. Нужно было срочно делать 2 операции. Что такое эта боль, я знаю не понаслышке. Чтобы сделать первую операцию, Жанна Владимировна, жена Владимира Ивановича, продала дом родителей. Операцию сделали в Москве. Вторую операцию сделали в Германии. И, казалось, жизнь опять вернулась к нему. Настоящая жизнь. Все заискрилось, забурлило вокруг него, наполнилось энергией. Да, это была настоящая жизнь. Но продлилась она, к сожалению, недолго. Я всегда ощущал это и видел это. Вот, знаете, такое личное пространство художника. Художник Володя, он существовал вопреки всем нам. Ведь мы же живем быт, разговоры, заботы, покупки,
А он ведь существует еще своей жизнью, он должен вписываться в нашу жизнь, быть с нами. Меня поражало не то, что фотографически точно, а как вдохнуть жизнь туда. Как жилочка, там у него скульптурная группа лошади, бьется на подпузде жилочка. Как он существовал вопреки всем нам, вопреки обстоятельствам. Я думаю, что это вообще доля, наверное, всех настоящих художников. Их мало, они редки. Вот мне посчастливилось рядом некоторое время быть с ним. Я говорил, гений, так иногда полуулыбнется, но думаю, что он знал себе цену. У больших художников своя судьба. Конечно же, он должен был писать. Он носился то с идеей сценария, то фильм снять, но он должен был писать, как скажем, Роден свои письма. Он должен был писать еще о своей профессии. И он к этому пришел. Вот досадно, что ничего не оставил, потому что у него тяга была к языку, он слышал его, у него был свой стиль. Вот это из неосуществленного, конечно, жалко. О его личной жизни. Женат был дважды. От первого брака сын Петр, от второго две дочери, Дарья и Мария. Со второй своей женой Жанной Владимировной он познакомился случайно в баре, представился по-жбановски оригинально. «Я на радиаторном заводе отливаю батареи». Он сначала ей не понравился. Роста невысокого, да и на Алена Делона не очень был похож. А вот когда из Афганистана за год он написал ей 1000 писем, Жанна сдалась. Я все время думал, как она могла существовать с живым комком энергии, с этой живой шаровой молнией, и спросил ее об этом. Она сказала, я просто его любила. Жили по-разному, иногда очень тяжело, иногда бедно, но все исправилось, все перетерлось, все изменилось к лучшему. Жить да жить бы. Владимир Иванович Жбанов умер 16 января 2012 года от приступа острого панкреатита, не дожив до своего 58-летия всего 10 дней. И в день прощания с ним минчане несли цветы не только ему, а и к его скульптурам, которые сделали наш город светлее и добрее. Свой последний рассказ он назвал так «Я устал». У него есть такие строчки: «Спасение художника в его творчестве. Здесь, с одной стороны, легко соврать, а с другой стороны – зачеркнуть себя. Искусство художника обнажает до предела. Так склоните головы свои перед художником. Не каждый из них Бог, но каждый верит в свою музу и как зачарованный идет к Олимпу. Так обнимите себя сильнее, если вы верите искусству и в тех, кто его творит. Владимир Жбанов. Встань, сбрось сон, не смотри, не надо, сон не жизнь, снилось и забыл, сон как мог древних колоннадах. Что жил. Все равно,
где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталой